Кырымның Буюк каньоны сайгылы достлар, елның бір мевсімінде дүлбер олған бір ердір, Кырымның ең ажайып ерлерінден бірідір. Вешімді біз яйнымызны девам етеміз. Кырымда саат 8-ні 5 дақа кече, ве студиямызда Мұсафыр бар, ве оны шымды сізге тақдим етмеге істейміз. Сайгылы достлар, бізім студиямызда Азмақ üçün шақси усулиетнің муэлифі Адиле Исмаилова. Демеки бізім субетіміз керчектенде гүзел олачақ ве сізде бізім субетімізге қош келдіңіз дейміз. Селям алейкум, Адиле ханым, саба шапшанс хайрлы олсын. Как настроение, как началось ваше утро? Ну, утро началось с стакана воды натощак, это обязательно. И приготовление завтрака, которое просто обязательно. Все как бы. Адиле ханым, насколько нам известно, несколько лет назад вы столкнулись с проблемой лишнего веса. И, как известно, многие люди в такой ситуации, они опускают руки, думают, что это уже не изменить и оставляют так, как есть. Вы же опускать руки не стали, взяли ситуацию, так сказать, под контроль. Вот. И на сегодняшний день вы в отличной форме. Расскажите, что подтолкнуло вас к такому серьезному шагу? Ну, во-первых, уже отражение в зеркале начало уже так раздражать даже больше. И с рождением ребенка я уже начала думать более о будущем. И самое первое, что в голову приходило, что будет стыдно вести ребенка в школу, он будет меня стесняться, что там к 30 годам я уже буду такая взрослая женщина. И вот это больше и подтолкнуло. А потом поддержал больше муж. И так и началось этот путь. И вы разработали собственную методику для похудения. Расскажите, что за методика и какие ее основные правила? Ну, основной методики особо и нету. Самое главное, я разработала для себя меню, которое подходило под меня. И самое главное правило – это не голодовать, не копить голод, который к вечеру мы срываем и наедаемся, постоянно ходить сытыми и питаться исключительно здоровыми продуктами, исключительно здоровых продуктов, чтобы был состав. Ну, вот это и есть основные правила. И активный образ жизни. Больше гулять на улице, если даже нет возможности заняться спортом. Вот и все, наверное, просто. То есть все-таки для каждого человека должна быть разработана своя методика, которая подходит именно ему. Да, чтобы меню давало удовольствие ему, чтобы это не было для него диетой, а чтобы он питался, ему нравилось, нравился этот обед, а не с трудом, чтобы он прям запихивал в себя, что все ему нравилось, что приносило удовольствие. Это и есть самое главное. И это исключает срывы. Вам удалось похудеть, не посещая спортзал, правильно, да? Нет, я не посещала спортзал, я брала домой в аренду тренажеры и занималась дома постепенно, по 5 минут, по 10 минут. Это было сложно с таким весом, сильная отдышка. И каждый день я просто увеличивала время, и пришла уже к часу времени. И так я уже полюбила спорт, без него уже нельзя было. И потом я пошла в спортзал. То есть это все-таки комплекс мероприятий. Это не только питание или не только спорт. Это все-таки и правильное питание, и спорт, и прогулки, и здоровый образ жизни. Да, ну все мамочки знают, что с ребенком просто на диване не посидишь. Это в любом случае прогулки, долгие прогулки. Особенно если это лето, этим надо пользоваться. И, конечно же, да, питание, но больше зависит от питания. Все-таки 80% успеха – это питание, а спорт – это больше не для ускорения результата, а для поддержания кожи в тонусе, мышц, состояния тела. Ну, это уже для человека выбор такой стоит. Он может просто похудеть, но остаться без хорошей кожи, без волос, ногтей. А спорт – это улучшает состояние всего организма. И мне кажется, для каждой мамы уход за ребенком можно приравнять к спорту. То количество движений и разных упражнений, которые мама делает в течение дня с ребенком, это действительно приравнивается к походу в спортзал. Да, подними, опусти, и это заменяет тренировку полноценную.
Расскажите, насколько сложно было пройти вот этот вот этап похудения, потому что изначально, конечно же, наверное, вы сталкивались с трудностями, и как вот, насколько поддержка семьи, какую роль сыграла роль на этом этапе? Поддержка семьи играет, наверное, самую главную роль, когда тебе говорят: правильно, молодец, ты так выглядишь, уже лучше, так, это все мотивирует очень сильно. Если бы этого не было, я бы, наверное, просто опустила руки, и, нету результата, никто не замечает, оно и не надо. А это, сейчас я понимаю, что пусть это очень легко, очень просто. Я не ожидала, что так будет просто. А в начале пути, конечно, да, ты думаешь, что это нереальная работа над собой, это невозможно. На самом деле это очень легко все, и главное поддержка. Без поддержки, даже если когда вы первые килограммы сбрасываете, все замечают, не только семья, окружающие, они начинают давать комплименты, это все очень мотивирует, и просто бросать жалко это все дело, хочется продолжать, не останавливаться. А вот все-таки были ли срывы? Хотелось ли все бросить и отказаться от этой идеи? Это, конечно, это без исключений такого обязательно было. Я потом поняла, что нужны разгрузочные такие дни, чтобы отдохнуть от всего, от всех подсчетов калорий, от всех этих режима, от всего. Я просто составляла себе какой-нибудь день. Например, это было 2 дня в месяц, когда я могла просто отдохнуть от всего. Взять мороженое, да, кола, завалиться на диван и есть мороженое прям ложкой. А на следующий день все, тебя отпускало, и ты уже опять продолжал с новыми силами. Этот день обязательно нужен, и не нужно его бояться. От одного дня вы не наберете 10 килограмм, а морально станет намного легче. То есть в месяц 1-2 дня таких допускают? Да, конечно. Или я делала потом какую-то цель ставила по килограммам. Когда я сбрасывала, я себя награждала чем-то. То ли это мороженое, то ли это красивая кофточка на размер меньше уже. Такое награждать себя и баловать обязательно надо. Но все-таки что было в приоритете? Все-таки мороженое или красивая кофточка? Наверное, красивая кофточка, потому что это было просто очень приятно, когда ты берешь свой размер, идешь в раздевалку, он тебе очень велик, просишь мужа принести еще меньше, он тоже велик, и просишь уже принести еще меньше. Это вот так вдохновляло уже. И это все мотивирует очень. Да, все это мотивирует очень сильно. Сегодня вы считаете суточный колораж потребляемой еды? Я уже настолько привыкла к своему рациону, что я знаю, когда я переем свои калории, я уже не считаю каждую калорию, я просто уже понимаю, ощущаю, что я переела свои калории или не добрала свои калории. Уже на подсознании, когда берешь печеньку, знаешь, что так, она 30 калорий, масло намазал, еще 10 калорий, уже в голове, уже калькулятор не нужен. А обращаются ли к вам за помощью люди, которые тоже хотят похудеть? Да, очень часто обращались еще до того, как я начала вести блог. Я им помогала, писала меню и отвечала просто на вопросы, которых интересуют. И они очень достаточно добивались успехов. И до сих пор девочки мне пишут, что им помогло это все, что это все очень легко, и сбрасывают не по 2-3, а по 10-15 килограмм. Вы ведете блог, что вы публикуете? Это, насколько я понял, это в основном блюда, да? Да, это блюда правильного питания из здоровых продуктов, то есть из пшеничной муки я не пользуюсь ею, а заменяю овсяный, кукурузный, гречневый. И просто пытаюсь показать людям, что правильное питание – это не гречка вареная, без соли. И рис. И рис, замоченный в воде, который даже не варится. И не куриная грудка вареная. Это все очень вкусно, что можно разнообразить свой рацион и побаловать себя даже вкусными тортиками, которые никак не навредят фигуре, а даже пойдут только на пользу. То есть похудеть можно, не изнуряя себя несколько часовыми упражнениями в спортзале или же, как вы говорите, гречкой и рисом. То есть худеть можно, получая при этом удовольствие и вкусно питаясь. Конечно. Это
безусловно, что можно питаться очень вкусно. У меня девочки, они питаются все по моим рецептам. Готовлю каждый день себе вкусняшки, сладости и при этом еще скидываю немалые килограммы. А рецепты блюд вы придумываете сами, либо же ссылаясь на что-то? Уже по практике, уже 2 года все-таки в этом, я уже понимаю, что из чего можно создать те же оладушки, только правильные. Это уже как-то в голове получается. Ну, листая ваш профиль в Инстаграме, мы поняли, такая, так сказать, на первый взгляд, очень вкусная страница, и сразу и не поймешь, что эти все блюда, они действительно малокалорийные и помогут сбросить лишний вес. Сложно в это поверить. У меня очень многие каждый день спрашивают, это точно можно, это точно точно правильно. диетическое? Да. Все точно можно смело готовить и есть это. А что касается блюд крымско-татарской кухни, все мы знаем, что наши крымско-татарские блюда, они идут в противоречие с Всем абсолютно диетам. любой диетой, да. Вы готовите чебуреки или янтыхи? Я готовлю дома, конечно, не для правильного питания эти чебуреки, но я как-то придумала себе сготовить манты, только те, которые можно будет при правильном питании. Просто нужно заменить пшеничную муку на цельнозерновую и мясо менее более такое постное добавить. И все, будет очень вкусно. То есть можно привнести небольшие изменения, и это остается национальным блюдом, только уже не таким калорийным. Да, наши мужчины все равно не поймут этого. А вот что касается вашей семьи, как питается ваш муж и ребенок? Они едят ту же еду, что и вы, то есть малокалорийную, низкокалорийную? Нет. Скорее всего, у нас более разное, но скажу сразу, что в нашей семье, как только появилось правильное питание, больше у нас не появлялись ни чипсы, ни кола, ни колбасы, ни булочки такие жирнющие. Такого вообще не было, и ребенок до сих пор не знает, что такое, и что такое сладости, шоколад. Я могу приготовить сама, и это будет намного полезнее, чем с магазина. А так у нас раздельное питание. Муж больше по таким Традиционным блюдам. Да, посытнее, чтобы. А я более под себя уже готовлю. Но тем не менее и мужу, и себе готовите вы. Конечно, конечно. Еще мы заметили, что вы очень любите путешествовать. Опять-таки, листая ваш профиль в Инстаграм. Расскажите, в каких странах уже побывали и где еще мечтаете побывать? Путешествовать, да, это наше такое самое заядлое хобби. Мы побывали уже в Турции, в нескольких городах, в Грузии, в Тбилиси были, и в Таиланде мы были. Недавно вернулись из Стамбула. Это была моя большая мечта такая. Очень понравился. А посетить хочется очень сильно. Это Танзания, Африка и Индию хочется посетить. Очень сильно. А что касается кухни, опять-таки возвращаясь к теме питания, чья кухня понравилась больше всего? В каких странах? Это Грузия. Это просто какой-то экстаз от кухни получаешь, очень вкусная. И, конечно, в Стамбуле очень понравилось. Это, конечно, далеко не правильного питания, но очень все вкусно. Главное, в отдыхе я себя не ограничиваю уже и пробую все. Больше, наверное, эти. В Таиланде, кстати, можно питаться правильно. Там только и правильно и получается питаться, потому что там морепродукты, которые просто на огне, без ничего. И это мы ели весь отпуск, и мы даже похудели, когда прилетели. Поэтому, больше, конечно, Стамбул и Грузия, оно приближено к нашим. Все-таки хинкали, они как-то на манты похожи. Но все-таки, когда вы в других странах, когда за границей, можно дать себе слабинку, забыть о правильном питании. Конечно, да, и это же советую не пытаться, не мучить себя, не изнурять, потому что это все приведет к срыву, а этого не надо. Да. Диля Ханум, вы являетесь молодой мамой, и в то же время вы помогаете сотням девушек взять себя в руки, так сказать, поставить их на правильный путь. И расскажите, как это все успеть, как помочь, в первую очередь, конечно, ухаживать за собой, помогать другим и при этом оставаться хорошей мамой. Насколько это сложно? Это
Это звучит, наверное, так сложно. На самом деле это очень легко, если влиться в режим. Например, спорт уже разделять с ребенком. У меня есть свои гантельки, у малыша есть свои гантельки, которые он тягает. Это главное делать все вместе. Мы и готовим вместе, он обязательно участвует в этом, он очень это любит. А пока он занимается своими делами, я быстренько накидываю меню, отправляю всем. Это очень просто. Просто мне постоянно спрашивают, как ты все успеваешь. На самом деле тут как бы и успевать нечего. Конечно, это занимает время, но чтобы прям так сложно, нет, такого нет. Все просто. Просто надо влиться в режим. То есть и свободное время остается. Ну, не прям так часто, но остается, да. И как же вы его проводите? Но в свободное время я стараюсь сделать все заранее, чтобы свободное время осталось на выходной с мужем. И мы обязательно вместе куда-нибудь едем по месту, будь то торговый центр, море, чтобы провести его только вместе. То есть опять-таки посвятить себя семье. Да, опять семье. Возвращаясь к вопросам питания, как вы считаете, что является самой главной ошибкой людей, которые не могут сбросить лишний вес? Это диеты и голод. Как-то я в раздевалке услышала, что девочки сидят на кефире и яблоках целыми днями и не могут скидывать килограммы. Но они не скинут эти килограммы, если скинут, то через неделю они опять вернут эти килограммы, и для них это будет еще больше стресс. Поэтому диета – это самая огромная ошибка. Я всем девочкам объясняю, что не допускайте, ешьте и не ходите голодными. Потому что голодные вы злые, это стресс, вы потом наедаетесь, но никому не надо. Самое оптимальное количество приемов пищи для вас? Вот как-то 5-6 приемов пищи – это идеально. Ты ешь понемножечку, и при этом целый день ты сыт. Вот вообще голод не испытываешь. То есть вы сторонник дробного питания, да? Да, обязательно. А и все-таки наболевший вопрос, который, мне кажется, интересует всех наших телезрительниц: можно ли есть после 6? Даже нужно есть после 6. Это тоже самая главная такая ошибка у девочек. Мне постоянно не пишут: а можно сейчас кефирчик выпить в 8 часов вечера? Я говорю, конечно, можно, нужно даже. Возьми печеньку, выпей, запей кефирчиком.